Продолжаем эфир телеканала выпуском новостей и коротко о главных темах. Социальные пенсии в России хотят проиндексировать уже в следующем месяце. Налоговая служба в Якутии переводит свои услуги в цифровой формат. А любители бадминтона провели соревнования в Айхале. Власти не будут искусственно удерживать россиян от поездок в другие страны. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Но, по словам президента, гражданам следует учитывать непростую ситуацию с коронавирусом в других государствах. Он отметил, что некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют об открытии для туристов. Путин, в частности, призвал обратить внимание на то, что делается в государствах Южной Европы. При этом глава страны подчеркнул, что с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом. Но у многих наверняка наших людей будут и небезосновательные опасения, куда бы то ни было выезжать, в страны, которые являются традиционным местом отдыха наших туристов. Потому что ситуация там непростая с коронавирусом. Если не сказать сложная. Посмотрите на то, что делается в странах Южной Европы. Просто очень сложная ситуация. Но будем надеяться на то, что вакцинация пойдет более быстрыми темпами, и ситуация реально будет меняться к лучшему. Между тем, пандемия не отменила желание людей отдохнуть. По словам главы Ростуризма Зарины Дагузовой, за 3 месяца поездок по стране стало на четверть меньше по сравнению с доковидными временами. Практически отсутствовал деловой туризм. При этом многие отправились на природу. Повышенным спросом пользовались все горнолыжные курорты. На 10% повысилась нагрузка на юге России. Важный итог зимнего сезона прошел без эпидемических вспышек в курортных зонах. К лету будет еще 12 новых направлений с прямым перелетом из нескольких крупных городов. Еще одна новинка – железнодорожные круизы, когда целые вагоны используются как туристические. Новые мутации коронавируса не получили широкого распространения в России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наблюдаются единичные случаи. Также она отметила, что среди пациентов, у которых выделены новые мутации коронавируса, тяжелых случаев течения заболевания не зафиксировано. Все они переносят заболевание легко. Социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля на 3,4%. Минтруда подготовил соответствующий проект постановления. Индексация коснется почти 4 миллионов пенсионеров. Из них около 3 миллионов 200 тысяч получают социальные пенсии. Ее средний размер увеличится на 334 рубля и составит 10 183. Расходы на индексацию пенсий и других социальных выплат составят почти 1,5 миллиарда рублей в месяц. Налоговая служба региона переводит свои услуги в цифровой формат. Теперь большинство из них можно будет получить с помощью личного кабинета, через мобильное приложение или на официальном сайте ведомства. При этом часть услуг доступна лишь в полной версии сайта, продолжит Дмитрий Тымыров. За последние годы якутяне все чаще стали пользоваться удаленными сервисами налоговой службы. В 2020 году этому еще и поспособствовала пандемия. И по данным 2018 и 2019 годов, самой востребованной услугой стала услуга налогового вычета. Если взять статистику, то в 2019 году было предоставлено более 96 тысяч деклараций. Предоставили более 36 тысяч людей. Соответственно, у нас, если сравнить с 2018 годом, количество возрастает. То есть в 2018 году было предоставлено более 76 тысяч деклараций. На это повлияло переход налоговой службы к электронным сервисам, что в свою очередь упростило работу по обращению с налогоплательщиками. Налоговая служба запустила мобильное приложение, которое называется «Налоги ФЛ». Это практически мини-версия личного кабинета налогоплательщика. С мобильной версии можно получить практически все услуги, вплоть до получения справок, 2 НДФЛ, например, или запроса о состоянии расчетов. Также увидеть можно все свои объекты и направить обращение в налоговую службу по всем интересующим вопросам.
При этом, как оказалось, в мобильной версии недоступны некоторые услуги, и их можно получить только в полной версии сайта. Однако мы сейчас рекомендуем направить декларацию формы 3 НДФЛ через полную версию личного кабинета, это через сайт налог.ру, потому что к декларации надо приложить достаточно большой объем документов, которые можно направить только в электронной версии личного кабинета на сайте. А в мобильной версии там у нас ограниченный объем. Сейчас специалисты налоговой службы напоминают, что до 30 апреля проходит декларационная кампания. То есть те лица, которые получили доход от продажи движимого и недвижимого имущества, выигрыша от операторов лотерей, получение дохода от источников, находящихся за пределами страны и другие, должны отчитаться перед службой, чтобы избежать штрафов. Отныне эти данные тоже можно сдавать в электронном формате, что в свою очередь дает сэкономить время и деньги каждого налогоплательщика. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. 5 нерюнгринцев за одну неделю стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба составила порядка 500 тысяч рублей. Какие схемы сработали с жителями Южной Якутии, выясняла Тамара Игнатьева. Самое интересное, что из 5 жертв 4 люди в возрасте от 30 до 55 лет. Трудно в это поверить, но по словам сотрудников полиции, именно люди данного возраста чаще всего попадаются на удочку интернет-аферистов. Так, 31-летняя жительница города Нерингри, поверив лжеспециалисту банка, лишилась более 116 тысяч рублей. Я подумала, доверила, что действительно, что это сотрудник банка, и сказала ему цифры карты и коды. После этого было произведено снятие денег, хотя я не думала, что это мошенники, потому что они говорили очень деликатно, и не думала, что все так может случиться. Как говорят эксперты, люди старшего поколения чаще всего общаются со злоумышленниками по телефону. Самая старшая по возрасту жертва, 81-летняя жительница города Нерингри, попалась на очень старую схему обмана и лишилась 50 тысяч рублей. Позвонил неизвестный мужчина, сказал, что это зять. Женщина подумала, что это действительно ее зять. Ей показалось по голосу, что он похож, да? Он сообщил, что находится в полиции, что у него проблемы. Затем взял трубку другой человек. Он сказал, что это сотрудник полиции, что ее зять сбил человека, и ему нужно заплатить 50 тысяч рублей для решения данной проблемы. Еще один местный житель стал жертвой популярной схемы мошенничества в сети интернет. Найдя на сайте Авито интересующую его машину, потерпевший связался с продавцом. Владелец автомобиля сказал, что за перегон транспортного средства из города Свободный в город Нерингри необходимо оплатить 35 тысяч рублей. Молодой человек перевел названную сумму, после чего лжепродавец перестал выходить на связь. Еще раз напоминаем нашим гражданам, что нужно быть очень бдительными при общении с незнакомцами по телефону, никогда не совершать никаких действий по указанию третьих лиц. И если вам звонят, представляются сотрудниками банка, никогда не называть никакие свои персональные данные и тем более не осуществлять никаких денежных переводов. Все самые распространенные виды мошенничества объединяются одним общим знаменателем. Они осуществляются с учетом психологии потенциальных жертв аферистов. Именно поэтому необходимо помнить о том, что персональные данные, такие как пароль, логин, номер банковского счета, кодовое слово, нельзя передавать в третьи руки. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Детсад «Золотой ключик» в Ленске заработал после капитального ремонта. Учреждение было закрыто почти год. С марта по июль 2020-го там работали дежурные группы. Во время ремонта полностью заменили окна и часть радиаторов, провели сантехнические работы. Кроме обновления здания, в учреждении закупили новые игрушки и мебель, ноутбуки, интерактивные доски, а в спальнях появились новые кровати. В спортивном зале инвентарь. Всего затрачено почти 19 миллионов рублей. Это средства районного бюджета и компании «Алроса». 10 километров за матч набегает у профессионального игрока в бадминтон, а пульс во время розыгрыша достигает 220 ударов в минуту. Айхальские спортсмены-любители к таким результатам не стремятся. Играют больше для удовольствия и здоровья. Тем не менее, в соревнованиях поучаствовать не прочь. На первенстве айхальцев побывала Оксана Мезенцева.
На спортивной площадке слышны лишь громкие возгласы спортсменов, а на трибунах тишина. Зрителей нет, пока действуют ограничительные меры. Поддерживать друг друга пришлось участникам. Турнир «Спортивная весна» объединил 23 любителя игры в бадминтон. Играли по установленным Федерацией бадминтона правилам, олимпийской системе на вылет. Весь смысл вот этого тренировочного процесса – это соревнования. Если не будет соревнований, неинтересно даже детям, взрослым, вы понимаете? Вот это очень важно. А еще бы зрители дополнили, вообще великолепно. Участники соревнований – люди разных возрастов. Все они – работники айхальских предприятий. Олегу Тетервак и Валерию Хаптанову на двоих 105 лет. В бадминтон вместе играют уже 10. После тренировок эмоциональное восстановление после тяжелой трудовой недели. Бадминтон включен в программу подготовки космонавтов, потому как игра помогает быстро принимать решения. Участникам нужно учитывать и свое положение на поле, и противника. Несмотря на легкость снарядов, бадминтон считается тяжелым среди игровых видов спорта. Скорость полета валана после удара профессионала почти 500 км в час. Это абсолютный рекорд полета игрового снаряда. Айхальские спортсмены к таким скоростям не стремятся. Цель проведения подобных турниров – активный досуг и здоровый образ жизни. Этот вид спорта, он очень динамичный. Здесь не постоишь, мух не половишь. И требует отдачи и командной игры. Состязались на спортивной площадке и мужские, и женские пары, играли и смешанными дуэтами. Идею провести соревнования предложили сами любители бадминтона. Поддержали спортсменов культурно-спортивный комплекс и профсоюз «Профалмаз». Победители и призеры получили ценные подарки, грамоты и кубки. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.